Parents' Day of Madhavendra Puri. Сегодня день рождения Мадхавендры Пури. As I understand, His Holiness Nitai Chaitanya Goswami spoke about him this morning. И мне сказали, что его святейшество Нитай Чайтанья Госвами уже поговорил о славе Мадхавендры Пури сегодня утром. But I was thinking also I could speak briefly, especially since Madhavendra Puri is very intimately connected with the establishing of the worship of the Gopal deity. Но я также хотел сегодня утром, сегодня, прошу прощения, вечером поговорить о Мадхавендра Пури, может быть, не так подробно, потому что Мадхавендра Пури очень тесно связан с этой историей про установление Господа Гопала и поклонение Ему. And that topic can also be somewhat connected to our ceremony today, the installation of Shri Shri Gaura-Nitai. И эта тема также может быть определенным образом связана с сегодняшней церемонией установления Шри Шри Gaura-Nitai. It's just as we have invited Shri Shri Gaura-Nitai to come and to take residence here in the Kursk temple. Сегодня мы пригласили Шри Шри Gaura-Nitai прийти и поселиться в этом храме в Курске. Similarly, Madhavendra Puri also established the worship of Gopal. Также Мадхавендра Пури начал поклонение Господу Гопалу. By personally participating also in Abhishek and installation ceremony. Он лично принял участие в установлении этого божества и проведении Абхишеки ему. And as a result of his devotional service, so many other devotees and Brahmins all came and participated in worshipping them. Его преданное служение привело к тому, что другие преданные и браманы также стали приходить и принимать участие в поклонении этому Господу Гопалу. Which is instructive for the occasion. И это событие очень важно для нас, оно несет важное послание нам, связанное с сегодняшним событием. We should not think that now that we have invited Shri Gaura-Nitai to come, that it is simply the service of one person to serve them and worship them. Мы не должны думать, что теперь мы пригласили Шри Шри Gaura-Nitai, и теперь бремя ответственности за поклонение им и служение им лежит на плечах одного человека. Just as Madhavendra Puri, by his preaching and by his enthusiasm to establish the worship of Gopal, inspired so many people. Как Мадхавендра Пури, например, своим энтузиазмом в поклонении Господу Гопалу, также благодаря своей проповеди вдохновил очень многих других людей также принять участие в этом поклонении. Although he personally himself engaged in their direct service for 2 years. Хотя сам Мадхавендра Пури в течение 2 лет поклонялся Господу Гопалу лично. And he was prepared to continue in his personal service to them. И он был готов продолжать личное служение Божеству и дальше. Until Gopal appeared to him again in another dream and told him some other service that he wanted him to do. Пока Гопал не явился к нему снова в другом сне и не сказал, что теперь хочет от Мадхавендра Пури другого служения. Of course, this is also not a very ordinary event in the way that Gopal appeared to Madhavendra Puri. Разумеется, само явление Гопала Мадхавендра Пури не назовешь обыденной историей. Which also is very instructive that the service and meditation upon the Lord and the desire to serve Him and please Him should precede the service in the form of the deity. И мы можем научиться на этой истории тому, что медитация на Господа и служение Ему, медитация на служение Ему должны предшествовать непосредственному служению. And there are so many examples in Shastra which explain this principle. В шастрах есть очень много примеров, которые подчеркивают, поясняют этот принцип. Of the devotee's desire to have personal service to the Lord was a result of deep meditation, prayer, and sacrifice. Истории, которые рассказывают о том, как преданные, благодаря своей глубокой медитации, своим молитвам, которые они возносили Господу, и благодаря их самопожертвованию, в конце концов, обретали возможность служить Господу лично в храме Божества. We won't read examples of Shastra about
devotees who stopped at the Murti Wala, picked up a deity and decided to bring them home and worship them. Мы не найдем в шастрах описания истории, как преданные шли там по улице и увидели лавку какого-нибудь муртивалы, то есть человека, ремесленника, который изготавливает божества, и решили, вот хорошие божества, дай-ка их куплю, и пойду домой и буду им поклоняться дома. And even if one stops and is inspired through sincere prayer to serve the Lord in a particular form, a particular Ishta day, and one brings the deity off the shelf and brings them home, then there's more to inviting them to appear than just putting them on an altar and giving them a few garlands once a week. Даже если все-таки то, что он вдруг остановился у такой лавки и решил взять домой Господа с одной из полок такой лавки, вызвано действительно его глубокой медитацией, молитвой, но поклонение Господу дома вовсе не сводится лишь просто к тому, что мы его сажаем на алтарь и раз в неделю предлагаем ему пару гирлянд. In fact, in Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur explains 5 different ways that the Lord manifests Himself in this world. В Чайтанья Бхагавате Вриндаван Дас Тхакур объясняет, что Господь проявляется в этом мире в 5 различных формах. He says 4 of those forms the Lord manifests immediately as soon as they appear. Он говорит, что в 4 из этих форм Господь проявляется немедленно, как только эти формы приходят в нашу жизнь, вместе с ним приходит и Господь. Those forms are the Ganges, Srimad Bhagavatam, and the Vaishnava, and Tulsi. Эти 4 формы, которые немедленно вызывают присутствие Господа, это воды Ганги, Шримад Бхагаватам, Вайшнава и Туласи. He said, but the 5th form, the deity, Krishna manifests after Pran-Pratishta. Однако в 5 форме, говорит Вриндаван Дас Тхакур, в форме Мурти, Господь является только когда проходит церемония Прана-Пратишки. In other words, when it is not that just the deity on the shop is immediately Krishna. Другими словами, те формы, которые мы видим в какой-то лавке, это еще не Кришна. Now, of course, somebody's devotion could be so pure and so deep that they could immediately invoke Krishna to appear in that deity by their unalloyed devotion. Однако, разумеется, конечно, какой-то преданный может обладать такой силой, чистотой преданности, что благодаря своей беспримесной преданности они могут немедленно призывать Господа проявиться в этой форме. For instance, this is a story of Vishvakshena, who was a worshipper of Lord Vishnu, and he happened to be in some village, and there was some village person there who was a worshipper of Lord Shiva. Была эта история про преданного Господа Вишну, великого преданного, которого звали Вишваксена. Однажды он оказался в деревне и встретился с преданным Господа Вишну, Господа Шивы, который поклонялся ему там. And he found out that this Vishvakshena was a Brahmin. He could do puja, and he asked him to do his worship Lord Shiva, because he didn't want to worship Lord Shiva that day. Однако этот человек, который поклонялся Господу Шиве, почему-то в этот день не смог или не захотел поклоняться Господу Шиве, и поэтому попросил Вишваксена провести пуджу ему сам. So of course Lord Shiva is worshipped. Vaishnava Amitabha was the greatest Vaishnava. Разумеется, Господа Шиву почитают как величайшего из вайшнавов. But nonetheless, this Vaishnava, this devotee, was accustomed to worshiping Lord Vishnu. Однако Вишваксена, вайшнав, привык к тому, что он поклонению Господу Вишну. And he said, I'm not so much inclined to do this puja to Shiva, I worship Lord Vishnu. И поэтому он ответил, что ему не очень хотелось бы поклоняться Господу Шиве, потому что он поклоняется Вишну. So the village person said, if you do not worship Lord Shiva, I will sever your head from your body. И тогда этот поклонник Господа Шивы сказал, если ты не будешь поклоняться Шиве, я тебя прошу, тогда я тебе голову отсеку.
And he wasn't so eager to really lose his head. И ему не очень-то хотелось прям там немедленно терять свою голову. And but he sat down before the deity and he began thinking, well, he doesn't know what my meditation is. I'm going to meditate on the Supreme Lord Vishnu and pray that for his protection. И тогда Вишваксена сел перед божеством Господа Шивы и подумал, что этому человеку, преданному Господу Шивы, неизвестно, на что я и на кого я на самом деле медитирую в своем сердце, поэтому я буду сидеть перед этим божеством, но взывать Господу Вишну, молить его о защите. So this village person thought that, he's sitting and worshiping Lord Shiva, but actually he's meditating on Lord Vishnu. Этот деревенский житель, поклонявшийся Господу Шиве, думал, что Вишваксена сидит и поклоняется Шиве, но на самом деле он медитировал на Господа Вишну, поклонялся ему. But somehow he suspected something about his worship. Но затем в ум этого деревенского преданного Шивы закрались подозрения о том, что что-то было не так в поклонении Вишваксены. And he was going to harm him. И он решил все-таки разделаться с ним. And Lord Nrsimhadev manifested immediately from that deity. И Господь Нарасимхадева немедленно проявился из этого божества. To protect him, to protect the devotee against being harmed by that. Чтобы защитить его от нападок со стороны вот этого деревенского жителя. And Jiva Goswami tells this story in one of the Sandarbhas. Джива Госвами рассказывает эту историю в одной из сандарбов. So, in other words, the Lord may sometimes immediately manifest. Другими словами, иногда Господь может сразу, незамедлительно проявиться. Because of the deep devotion of the devotee. Отвечая на глубокую преданность своего преданного. In fact, I think there's another story about Lord Nrsimha, how he manifested Jiyada Nrsimha. Еще одна история про Джияда Нрсимху. Lochandas Thakur tells this story in the Chaitanya Mangala. Лочандас Тхакур рассказывает эту историю в Чайтанья Мангале. He told the story about one farmer. See if I can remember. One farmer who was growing a big cucumber patch. У одного крестьянина была грядка с огурцами. And he used to stay up all night guarding the cucumber patch. И он всю ночь ходил вокруг этой грядки с огурцами и охранял ее. Because sometimes the cucumber patch would be raided by wild boars, by wild pigs. Потому что иногда на эту грядку с огурцами совершали набеги дикие вепри или кабаны. So one night this wild boar came into the cucumber patch. Вот однажды такой кабан забрался в эту огуречную грядку And started eating the cucumbers. и стал поедать огурцы. And this farmer took his bow and he shot the boar. И этот крестьянин взял лук и стрелы и выстрелил в кабана. And the boar immediately shouted out, "Rama, Rama!" И когда стрела попала в кабана, кабан закричал «Рама, Рама!» And ran into the cave. И забрался в пещеру. And the farmer was thinking, "What kind of boar did I just shoot with my arrows?" И этот крестьянин стал думать, кого-то я, по-моему, не того подстрелил. He was thinking, this must have been a manifestation of the Supreme Lord to be chanting the names of Rama, Rama. Наверняка это было воплощение Верховной Личности Бога, раз он повторяет именно Рама, Рама. And immediately, within his heart, he was very deeply, deeply repentant for having struck the boar with an arrow. И в своем сердце он стал раскаиваться и проклинать себя за то, что осмелился выстрелить в этого кабана из лука. And he began fasting. И стал поститься. He just sat and he was fully repentant and fasted for several days. Он покаяние и постился в течение нескольких дней. And then all of a sudden, from the sky, the Lord began speaking to the Brahman. И вдруг с неба раздался голос Господа, который обратился к этому. No, excuse me, to the farmer. К этому крестьянину. And said, "Why are you lamenting? You've done nothing wrong." И он сказал, Господь сказал, чего ты скорбишь? Ты ничего плохого не сделал. That boar that you struck with your arrow was me. I am the Supreme Lord. Да, это был я, Верховный Господь, в образе кабана, забрался к тебе в огород. You should not have any fear.
И ты выстрелил в меня из лука, поэтому ничего не бойся. You were protecting your cucumbers. Ты же защищал огурцы свои. Stop lamenting. Stop fasting. Поэтому перестань поститься, и не нужно себя проклинать. And just go about your business. И просто продолжай заниматься своим делом. But the farmer was, oh my God, I struck the Lord. И тут уж крестьянин по-настоящему расстроился. Он думал, ну вот, Господь, все-таки я себя подстрелил. Я тебя подстрелил. He said, how will I ever become relieved from this offense? Как же мне избавиться от этого оскорбления? And he continued to fast. И продолжал поститься. And continued to fast and simply pray that he be forgiven for having struck the Lord with the arrow. Он продолжал поститься и молиться о том, чтобы ему было прощено оскорбление, которое нанес, когда подстрелил Господа. So the Lord spoke to him again. Господь снова с неба сказал ему. And said, I told you there's no need to lament. Stop your fasting. Сказал, я же тебе сказал, перестань поститься. Ничего нет предосудительного в том, что ты сделал. And the farmer was saying, but I know that I'm going to have to suffer so much. Please, how can I be relieved from this offense? Но крестьянин в ответ сказал, что я знаю, что за это оскорбление я должен был очень сильно страдать. Пожалуйста, позволь мне как-то искупить свою вину. And the Lord assured him, don't worry, there's no offense. И Господь заверил его, никаких оскорблений ты не совершил. So then the farmer said to the Lord, he said, all right, I will just accept that there's no offense. If you do one thing. И тогда крестьянин сказал, хорошо, я соглашусь, поверю тебе в то, что нет никакого оскорбления в моих действиях, но при одном условии. I ask you to please bear witness for me. Пожалуйста, ты будь свидетелем. If I go and I tell the king about how I shot an arrow in the Supreme Lord, I want you to come and to prove and bear witness of your existence. Я пойду расскажу царю о том, что я пострелил Верховного Господа, а ты должен засвидетельствовать правдивость моих слов. So then the Lord spoke to the farmer and said, okay, you go get the king and I will be a witness. И тогда Господь сказал, хорошо, иди за царем, я засвидетельствую. So the farmer immediately ran to the king, to the palace of the king. И крестьянин со всех ног бросился в дворец царя. And he told the gatekeeper, I have a very important message for the king. И сказал охранникам у ворот, что у меня есть очень важное сообщение для царя. So the gatekeeper immediately invited him into the palace to speak to the king. Охранники распахнули перед ним ворота, он вошел. And then he told the king, he says, the Supreme Lord, I struck the Supreme Lord with an arrow. И сказал царю, вот Верховный Господь, я его подстрелил из лука и стрел. But he spoke to me, and he's now hiding in the cave. Но теперь он стал разговаривать со мной, теперь он там прячется в пещере. And I asked him if he would bear witness to this event, if I brought you to him. He agreed. Please come. И я сказал Господу, согласится ли он подтвердить правоту моих слов, правдивость моих слов, если я приведу тебя к нему? И он сказал, да, иди за царем. So the king, when he heard this, he was shocked. He said, you mean you're going to bring me to some cave? And how do I know this actually happened? И царь сказал, ты что, в своем уме, ты мне предлагаешь какую-то пещеру отправиться, чтобы я там кого-то там смотрел? Вообще, как я могу поверить в то, что это действительно произошло на самом деле? He said, no, I promise you, it happened. He said he'll be a witness. I believe him, please come. И крестьянин сказал, нет, так и все произошло, я сказал ему, и он сказал, что подтвердит правдивость моих слов, и он ждет и готов это сделать, пожалуйста, иди со мной. So the king said to the farmer, okay, I go, but if the Supreme Lord comes and bears witness, I will serve you for the rest of my life. И царь сказал, хорошо, я с тобой пойду, и если Верховный Господь действительно подтвердит, что ты говоришь правду, то я буду служить тебе до конца своих дней. So the king immediately went with the farmer. They went to the cave. И вот царь отправился вместе с крестьянином к этой пещере. And the farmer said, I have brought the king now. You said you will come, and you'll prove that you're present in this cave. И тогда крестьянин сказал, ну вот я привел царя, и ты обещал, что выйдешь и скажешь, что все так и было. So the king was a little incredulous. He was trying to understand what was happening.
И царь был переполнен доверием, он не знал вообще, что ждать от этого христианина, и что здесь вообще произошло. But all of a sudden, he heard a voice from the cave who said to the king, "It's true. Но вдруг из пещеры раздался голос, это правда. This farmer shot me with an arrow." Да, этот христианин меня подстрелил из лука. And I agreed to come and bear witness. Я согласен теперь свидетельствовать правдивость его слов. And if you want to see my presence, Если хочешь увидеть меня воочию, then please bring an abundant supply of milk and pour it into the cave. тогда как можно больше молока, пожалуйста, обеспечь и вылей все это молоко в пещеру. So the king, immediately when he heard this voice, he also, on the strength of the faith of this farmer, he was convinced that this was the Supreme Lord. И царь не мог поверить своим ушам, он почувствовал, особенно потому, что в это очень сильно верил крестьянин, что это действительно Верховный Господь там в пещере. So the king went and got an abundant supply of milk and began pouring it into the cave. И вот царь пошел за молоком, принес очень много молока и стал выливать молоко в пещеру. And all of a sudden, right at the very spot where they're standing, a little top knot came out through the ground. И вдруг в том самом месте, где они стояли, сквозь землю стал проклевываться этот узел волос на голове. And the Lord said, "Please, more milk." И Господь сказал, больше молока. And they began more and more milk into the cave. И они стали поливать все больше и больше молока в пещеру. And then all of a sudden, a deity started manifesting from out of the ground. И вдруг они видели, как у них на глазах из-под земли стало расти божество. First was the top knot, Вначале был узел волос на and голове, there was the head and the face. затем голова и лицо, And then there was the shoulders, the arms, chest, плечи, waist. руки, талия, грудь, талия. And they just continued pouring milk, and then more and more, the deity began manifesting. И чем больше они выливали молока в пещеру, тем больше божество вырастало из-под земли. And then the king was very, very eager. He wanted to see the lotus feet of the deity. Но царь очень хотел увидеть лотосные стопы Господа. But the Lord said to him, he said, "Sorry, you will not be able to see my feet, so no more milk. I've had enough." Но Господь сказал, нет, смотри, молока мне достаточно, и стопы ты мои не увидишь. It was actually a form of Nrsimha. На самом деле это была форма Господа It Нарасимхадева, manifested in that place. который проявился в этом месте сам. And he manifested on the strength of the faith of that farmer who believed, had firm faith, and believed in the words of the Lord. И вызвала его, как бы, проявила его твердая вера этого деревенского жителя, этого крестьянина, который имел твердую веру в слова Господа. So the deity came, and then the king, when he saw the deity, immediately established worship of the deity, built a big temple. И когда это божество практически полностью проявилось, царь, увидев это божество, построил для него прекрасный храм. But there's more to the story, Но история на этом не кончается, because that still doesn't explain how he got the name Jiyada. потому что это до сих пор не объясняет нам, почему его назвали Джияда. So this worship of the deity had been established. At one time, this king was traveling on pilgrimage, and he came to the temple where the deity was. Different king. И это божество там осталось, и ему стали поклоняться. И однажды другой уже царь странствовал по святым местам и прибыл в это место. And he was accompanied by two other women. Его сопровождали две And женщины. they went into the temple and they took darshan of the deity. Они зашли в храм и получили даршан божества. And he walked out of the temple, and the door locked behind him. Как только царь... And his women stayed behind. И как только царь вышел из храма, то немедленно за ним запахнулись и закрылись на замок ворота. А женщины остались в храме. And he tried to get in, but the door was locked. Он пытался ворваться внутрь, но двери были заперты. And he could hear some conversation between the deity and the women inside. И только он услышал, как из храма доносился разговор между божеством и этими женщинами, оставшимися внутри. And then the Lord, he tried to get in because he wanted to see what was going on. The king tried to get in. И царь пытался прорваться внутрь, потому что хотел понять, что происходит. And the Lord arranged for the door to open so the king could come in. И Господь, в конце концов, позволил дверям открыться, чтобы царь мог ворваться внутрь и увидеть. So when he opened the door, he looked inside and he saw that the two women were standing next to the Nrsimha deity, and they were completely turned to stone. И вдруг, когда царь ворвался в храм, он увидел, что эти две женщины, которые находились внутри храма, уже стоят на алтаре, и они все стали каменными. And he became so overwhelmed.
he fell down. He offered his obeisance to the deity. Его охватили чувства, он упал на землю и стал поклоняться божеству. And he began offering prayers to the deity. И возносить молитвы Господу. And he said to the deity, he says, my name is Jiyada. И он сказал этому божеству: мое имя Джияда. I'm a very great king. Я великий царь. And I ask from this day on, please, will you accept my name and be known as Jiyada Nishinga? И поэтому я отныне прошу тебя, дорогой Господь, прими, пожалуйста, мое имя, и пусть тебя отныне зовут Джияда Нарасимха. And the Lord spoke to him and he agreed. He said, yes, from now on I will be known as Jiyada Nishinga. И Господь сказал ему: хорошо, с этого момента меня будут звать Джияда Нарасимха. And this is how the Jiyada Nishinga deity became established. Вот так появилось божество Джияда Нарасимха. It's told by Lochan Das Thakur. История рассказывается в читании Мангали Лочин Даса Тхакуром. These were not ordinary women, it was the Lord's associates. Разумеется, это были необычные женщины, они были изначально спутницами Господа. And the Lord simply kept them there so that they could also be worshipped along with him. И Господь оставил их у себя на алтаре, чтобы им тоже могли поклоняться. So, this is another story about how the deity manifests due to the devotion of the person. Еще одна история о том, как божество проявляется благодаря преданности его, поклоняющегося ему преданного. And the point that we were making is that the Lord generally appears in the form of the deity by dint of the devotion of the devotee who invites him to come to appear. Другими словами, тот принцип, который мы хотели подчеркнуть этими историями, заключается в том, что Господь обычно проявляется в форме божества, откликаясь на веру и на поклонение, преданность его преданного. And therefore Vrindavan Das Thakur explains that although the Lord manifests in 5 forms in this world, in the form of the deity, he comes when he's invited by his devotees. И поэтому Вриндаван Дас Тхакур объясняет, что хотя Господь проявляется в этих 5 формах в материальном мире, из этих 5 форм одной из них, формы божества, он приходит только тогда, когда его приглашает предстать в этой форме его преданный. And the words he uses in Chaitanya Bhagavad is Prampratishta. Prampratishta means brings to life. И слово, которое он использует в этой связи в читании Бхагавати, это Праmpratishta, что означает буквально вызывать к жизни. And therefore we saw so many times how Srila Prabhupada, on the strength of his devotion, he would establish the worship of deities in so many places throughout the world. Мы также видели, как Шрила Прабхупада на своей собственной силой преданности устанавливал божества в различных частях мира. And whenever Srila Prabhupada would take part in the installation of the deities, devotees would be very eagerly participating in the event. И когда бы Шрила Прабхупада не проводил церемонию установления божества, в каком бы месте она ни проходила, все преданные с огромным желанием участвовали в этой церемонии. And you can see if you ever watch Prabhupada in the following Srila Prabhupada series, Prabhupada, so many times when he was installed, different Radha Krishna deities, and how ecstatic he was. И если кто-то из вас видел эти диски с записями видеофильмов о Шриле Прабхупаде, которые называются «Следуя по стопам Шрилы Прабхупады», то наверняка вы могли заметить, насколько экстатичным становился Шрила Прабхупада, когда он устанавливал божества Шри Рады Кришны. Just like when Prabhupada installed Radha Shyama Sundar in Vrindavan and Krishna Balaram. Когда Шрила Прабхупада, например, установил божества Шри Рады Шьяма Сундар и Кришна Баларама во Took part in Вриндаване, that installation ceremony. He did the first arti. он принял личное участие в этой церемонии установления божеств и провел арати сам. And when Prabhupada turned around during that arti, his face was just so effulgent, so ecstatic. И когда Шрила Прабхупада повернулся в сторону божеств, в сторону преданных с алтаря, то его лицо просто лучилось счастьем и экстазом. And there's just no doubt that Krishna Balaram, Radha Shyama Sundar, they were there, they came. Не оставалось никаких сомнений, что лично Кришна Баларама, Кришна Шри Рада Шьяма Сундара пришли. And the devotees who were present, they were thinking, they have come, they have come. И все преданные, присутствующие в этой церемонии, знали наверняка точно, что да, они пришли, у них не оставалось никаких сомнений. Prabhupada installed the deities in Bhaktivedanta manner and did circumambulated around the altar room with the devotees. Когда Шрила Прабхупада установил божества в Бхактивиданта Мандире и обходил парикраму вокруг божеств с преданными. Such a simple installation ceremony. Божества. Это была очень простая церемония установления. Sometimes Prabhupada would do things very simply.
Шрила Прабхупада иногда проводил такие церемонии очень просто. Except in Vrindavan. At Vrindavan he had to have a very elaborate installation ceremony because he was thinking that all the Brahmins and Smartas in Vrindavan, they would never accept the authenticity of the installation of the deities unless there was all the Brahmins were present chanting all kinds of Vedic mantras and fire sacrifices. Кроме Вриндавана. Во Вриндаване Шрила Прабхупада поступил по-другому. Он просто... зная, что если он не проведет церемонии с помпой и вот по всем правилам, с браманами, которые читают ведические мантры, делают разные ритуалы, жертвоприношения там горят везде, тогда местные пандиты и браманы просто не признают эти божества подлинными, настоящими, авторитетными. But Prabhupada just simply did that as a show for the smartness. Но все эти церемонии становления Шрила Прабхупада просто провел как спектакль для этих смартов. Otherwise, they would have never accepted that Krishna was there. Потому что эти смарты бы иначе не приняли присутствие Кришны. They would never given respect to Krishna Balaram, Radhashama Sundari. Они бы не стали относиться с уважением к Кришна Балараму и Радхашьяма Сундари. Prabhupada said actually they appeared because of the kirtan of the devotees. Но Прабхупада сам сказал, что они явились благодаря, откликаясь на киртан преданных. It's right in Srimad Bhagavatam, 6th canto, Prabhupada talks about it. В 6-й песне Шримад Бхагаватам в одном из комментариев Шрила Прабхупада так и говорит. So, it doesn't require a great elaborate ceremony to invite the Lord. Поэтому для того, чтобы пригласить Господа прийти сюда, не требуется проводить каких-то пышных и сложных церемоний. When Radha Gopi Vallabha were installed in Boston, Prabhupada just put them in some bowls, took out some warm milk with a ladle, and just poured milk over them. Когда Шрила Прабхупада устанавливал Шри Радха Гопи Валлабху в Бостоне, он просто поставил какие-то поддоны и стал их поливать теплым молоком из ложки, с половника. In his heart he was just meditating, please come, Krishna, please appear for these devotees so that they may serve you. Но в своем сердце Шрила Прабхупада просто взывал к этим божествам, говоря: дорогой Господь, пожалуйста, проявись, пожалуйста, приди и предстань перед этим преданным, чтобы они могли служить Тебе. Imagine his compassion. Представьте себе сострадание Шрила Прабхупады. Imagine Prabhupada was calling Krishna to appear in so many temples all over the world. Представьте себе число храмов по всему миру, в которых Шрила Прабхупада так взывал Кришне, чтобы он пришел и предстал перед ним. He was really putting himself on the line. Фактически Шрила Прабхупада шел на все ради того, чтобы... Taking a big risk. Был готов идти на любой риск ради того, чтобы Кришна явился. He's saying, Krishna, please come. Он говорил: Кришна, пожалуйста, приди. And take this so that they can serve you. Чтобы они могли служить Тебе. So much compassion he had for us. He was really willing to take so much risk for us. Он был движим таким глубоким состраданием к нам, что был готов пойти на любой риск ради нас. Prabhupada, he didn't know how the devotees would treat the deities. Он не знал при этом, как преданные будут потом относиться к этим божествам. Krishna could say, "You invited me here. Look what your followers are doing to me." Кришна мог сказать ему потом: ты меня пригласил, а теперь посмотри, что со мной выделывают твои последователи. Imagine having to be answerable to Krishna. Представьте себе, каково держать ответ перед Кришной за это. You invited me and they're forgetting about me. Ты меня пригласил, а теперь обо мне забывают тут. Sometimes they don't even bathe me. Иногда даже не моют меня. Actually, the deity, when Krishna comes in the form of deity, he's actually coming in a helpless form. Когда Кришна является формой божества, то он становится совершенно беспомощным. He's actually appearing in that form so that we can serve him. Он является в этой форме, чтобы мы могли служить ему. He's a person. Он же личность. He's a sentient being. Он чувствующий живое существо. Goes to sleep, he wakes up, he eats. Он пробуждается, он ест и снова засыпает. And what are you going to do? You tell him, look, I'm sorry, I'm too busy today. Why don't you sleep an extra 8 hours? И мы не можем сказать: представьте, если мы говорим: извини, я немножко сегодня занят, ты мог бы поспать еще часов 8? I mean, we laugh, but sometimes мы смеемся, но иногда так и поступают с Кришной. I mean, unless we're really on a spontaneous platform of devotional service, and Krishna is ready to just accept anything we offer, like Sanatana Goswami, who's not even cooking the chapatis for the deities. Пока, конечно же, за исключением всех случаев, если речь идет о каких-то очень возвышенных преданных на уровне спонтанной любви,
как, например, Санатана Госвами, который даже чапати не пек для Кришны. That's a very elevated state of consciousness for, to be playing games with Krishna. Это очень возвышенный уровень сознания, который требуется для того, чтобы с Кришной такие игры играть. And if we do that and we're not on that level of consciousness, it's offensive. Однако, если мы так себя ведем, но при этом не находимся на соответствующем уровне сознания, это просто оскорбление. That's why we shouldn't think, oh, I go to Loy Bazaar, bring some deities home, put them on the altar, and here he is. Everybody come and see my deities. И вот мы идем на Лой-базар, там покупаем какой-то лавки, какое-то божество, приходим, ставим на полку, и вот Господь, приходите все полюбоваться на моего Господа дома. Doesn't work like that. Так не работает. It just doesn't work. Так просто не работает. It has to be real intense prayer. Нет, должна быть очень жаркая молитва. Intense desire. И очень глубокое желание. Intense desire to selflessly serve. Глубокое желание служить Господу верой и правдой. By that selfless service, then Krishna will agree to appear. И вот благодаря такому бескорыстному служению Кришна согласится. Or by the selfless service of someone like Prabhupada, when he says, Krishna, please appear. Или благодаря бескорыстному служению преданного, такого как Шрила Прабхупады, который говорит: Кришна, пожалуйста, есть ради них. One time Prabhupada installed deities, I think it was in Australia. Однажды Шрила Прабхупада установил божества, похоже, в Австралии. And then Prabhupada was giving a talk and he was explaining to the devotees, he says, now you should not think that my spiritual master has come to Australia and given me a big burden around my neck. И Прабхупада в своей лекции после установления божеств сказал преданным: вы не должны думать, что вот мой духовный учитель приехал сюда, в Австралию, и привез этот тяжелый груз, который повесил мне на шею. Prabhupada saw the tendency, the propensity was there. И Прабхупада видел в своих учениках склонность думать так. Oh yeah, Prabhupada's here. Everybody's alive, enthusiastic. The deities, Krishna's here. Когда Прабхупада был, все были в восторге, все прыгали, скакали, говорили: вот божества, здорово. And then he was afraid that when he leaves, everybody will just go back to business as usual. Но Прабхупада боялся, что стоит ему уехать, как все вернется на круги свои, и о божествах забудут. We even do that sometimes when the spiritual master comes. Мы знаем об этом, потому что иногда так происходит, когда приезжает наш духовный учитель. Everybody comes, yes, great, enthusiastic, temple's full, big kirtans, big festival. Приезжает духовный учитель, все в экстазе, все летают, все поют, киртан, фестиваль, полны залы или храмовые комнаты людей. Потом он уезжает. Go back to business as usual. Все возвращается к прежней рутине. To the next visit. До следующего визита When they духовного can make the учителя. next show. Чтобы снова спектакль устроить для него в очередной раз. That's the spiritual master. Это духовный учитель. We're inviting the Supreme Lord. Мы приглашаем сюда Верховного Господа. So it's not such a small thing. Поэтому нельзя относиться так легковесно к этому. When we invite the Supreme Lord to appear to accept our service. Когда мы приглашаем Верховного Господа явиться и принять наше служение. And then when we think, oh, he's got a pujari. Затем мы думаем: ну вот там у Господа пуджари есть. Everybody else can forget about the deity. It's pujari service. Все остальные могут о божествах забыть, потому что они должны думать и служить только пуджари. Immediately it's just. Then why does everybody want him? Тогда зачем все хотели, чтобы божества Why пришли? do we invite him? Just so the pujari can have something to do? Зачем мы приглашали божества, чтобы пуджари было чем заняться? Is that why we invited him? So the pujari can have something to do to keep himself busy during the day? Вот для этого мы приглашали божества, чтобы пуджари просто не слонялся без дела, чтобы ему было чем заняться, куда руки приложить. And everybody else is different places in the temple worshiping their own deities and eating food that's not even offered to the deities. А все остальные по углам и по щелям поклоняются своим собственным божествам там, и предлагают или едят пищу, которая вообще никому не предложена. Oh, I'm hungry. О, я голодный. Well, I got some bogey here. Why don't we just offer it to Prabhupada, offer it to my spiritual master? Вот есть Бога, давайте-ка ее поедим. Нужно просто поставить ее перед Прабхупадой или перед духовным учителем. Meanwhile, the deities are starving. А при этом божества голодают. They've been waiting 6 hours for somebody to do their offering. Эти божества голодали 6 часов, они ждали, когда их кто-то покормит. And devotees are someplace else in the building, offering to their home deity or to their private deity or to their spiritual master, and sitting and taking prasad. А преданные при этом по углам этого храма предлагали различные виды боги своим собственным божествам, или духовному учителю, или Шриле Прабхупаде, сидели там, уплетали все это. Is that why we invited the deity Вот here? для этого мы пригласили божества сюда.
It's not why we invited the Нет, deity. не для этого. It's not just one pujari. It's everybody who lives in the temple. На самом деле это задача не одного пуджари, это служение всех тех, кто живет в храме. And then when everybody who lives in the temple is in that И consciousness, когда все, кто живет в храме, находятся в таком сознании, then what happens is that everybody who comes to the temple gets infected. тогда все, кто приходит в храм, также заражаются таким же сознанием. Let me bring bhoga for the deity. Я должен в следующий раз принести Богу для божества. Let me cook an offering for the deity. Приготовлю для божества. Let me do an artik for the deity. Проведу арати для них. By the service of one devotee, Madhavendra Puri, he brought so many village people to come and to serve a whole mountain of prasadam to Gopal. Один преданный Мадхавендра Пури своим служением смог собрать всех жителей в окрестных местностях, и они принесли целую гору прасаду, гору пищи, вернее, для божества, для Гопала. Madhavendra Puri, in Krishna, of course, we're going to tell the story about Madhavendra Puri, but I haven't gotten there yet. I was going to tell the story about Madhavendra Puri, but I haven't gotten there yet. But as you know, Krishna appeared to him in a dream. Я еще не рассказал историю про Мадхавендра Пури, хотя собирался. Так вот, Кришна явился к нему во сне. And he said, Krishna said to him in a dream, he said, I've been waiting for you to come. И Кришна во сне сказал ему: я тебя ждал очень долго. Because I want to be served by you. Потому что мне хочется, чтобы ты мне служил. Said that to him right in his dream. I've been waiting. When will Madhavendra Puri come and take me out of the ground? Именно это и сказал Господь Мадхавендра Пури во сне. Он сказал: когда же придет Мадхавендра Пури и вытащит меня из этой земли. That's how much his devotion was in selfless service. Вот настолько была сильна вера, прошу прощения, настолько была сильна преданность Мадхавендра Пури и его стремление бескорыстно служить Господу. The deity was waiting for him to come so he could accept Madhavendra Puri's service. Потому что, то есть оно было настолько сильным, это желание служить Господу, что божество ждало, когда же в конце концов придет Мадхавендра Пури, чтобы оно могло насладиться его служением. After that dream, then he got all the local townspeople. They dug up Gopal from Gopal Stali, the place where Gopal had been buried in the ground. И после того, как Мадхавендра Пури проснулся, он собрал всех местных жителей, сказал им про этот сон, они выкопали божество Гопала из этого места, которое называется Гопал Стхали, то есть то, где оно было схоронено. It's one of my favorite places on Govardhan. Гопал Стхали — это одно из моих любимых мест на Nobody Говардхане. goes there. I don't know why, but it's like it's very off the path. Nobody likes to go to that Gopal Stali. Почему-то никому не нравится ходить в это место Гопал Стхали, то редко кто забредает, но мне оно очень нравится. Оно немного в стороне от общей проторенной дороги. Spot where Gopal appeared, right at Govardhan. Это место, откуда взялся Господь, Гопал, как раз там на Говардхане. And he began, he established him, placed him on a stone. Brahmins carried him and began worship of him. И вот Гопала извлекли из земли, и Мадхавендра Пури поставил его на камень, и браманы поднесли и поставили его в то место, где ему стали поклоняться. He did Abhishek. Они провели абхишек, They took water from Govinda Kund набрали воды из Говинда Кунды. and they filtered all, like hundreds of pots of water from Govinda Kund. They used it for Abhishek. Они отфильтровали эту воду, сотни горшков воды из Говинда Кунды, и использовали для абхишеки. And then Panchagavya, Затем Панчагавию использовали, Panchamrita, Панчамриту. and they did then they bathed him again more with hundreds of pots of filtered water, and then they put oil all over his body. Затем они снова его омыли сотнями горшков воды из Говинда Кунды, и затем умастили его тело маслом. Madhavendra Puri then did the artik. Мадхавендра Пури лично провел арати. And then when all the local people from Braj heard about how Gopal appeared, then Madhavendra Puri arranged for another Anakut, just like Krishna did it during the time of when he arranged for the worship of Govardhan Hill. И когда весть о том, что явилось это божество Гопала, разнеслось по окрестным деревням, и все местные жители стали собираться, чтобы получить даршан его, Мадхавендра Пури провел еще один фестиваль Анакута, точно так же, как Кришна, который провел церемонию поклонения Говардхана, холму Говардхану, и предложил ему гору пищи. And then all the local villages, they prepared, they took all their grains, they took all their vegetables and everything, and they prepared hundreds of preparations, mountains of preparations to offer to Gopal. И тогда все местные жители собрали свои запасы зерна и овощей и приготовили сотни разных блюд. Это была целая гора пищи, которая была предложена Гопалу. It's just like the same Anakut when Krishna appeared.
Этот фестиваль в точности напоминал церемонию Анакуты, которую провел Кришна. And then when everyone heard about that, then everyone from each neighboring village did the same thing. И когда эта весть также разнеслась по деревням, то каждая деревня по очереди стала проводить такую же церемонию поклонения Господу Гопалу. Every day another village cooked the whole mountain of prasadam and offered it to Gopal. Каждый день новая деревня брала на себя это служение, приготовить целую гору подношений яств для Господа Гопала. It all started by Madhavendra Puri's worship. Но все это началось с поклонения Мадхавендра Пури.